Романс «Северная звезда» на стихи известной в то время поэтессы Евдокии Петровны Растопчиной был написан в честь свадьбы старшей дочери императора Николая I Марии и прозвучал как подарок молодоженам в Зимнем дворце. Мария, признанная красавица своего времени, своей холодной красотой очень напоминала отца. Отсюда и слова «всех блестящих звезд звезда северная». Она дала клятву, что никогда не уедет из России, выйдя замуж за границу. Позднее она познакомилась с герцогом Максимилианом Лихтенбергским, племянником короля Баварии, и в Петербурге состоялась их помолвка. По условию брачного контракта Максимилиан должен был жить в России, но до свадьбы оставалось еще полгода, и он отъехал в Баварию. Отсюда и слова «Он уехал, жених, он в чужой стране и вернется сюда, он не скоро еще». Романс имел успех при дворе. После исполнения на свадьбе дочери император поблагодарил композитора, обнял его и подарил ему перстень. Вот такая прекрасная история создания романса «Северная звезда» или, как его часто публикуют в нотах, «Свадебная песня». Свадебная песня. Музыка Михаила Ивановича Глинки, слова Евдокии Петровны Растопчиной. На слова Нестора Васильевича Кукольника Глинка написал цикл романсов «Прощание с Петербургом». Сам он вспоминает об этом так. «В день моих именин пришла мне в голову мелодия болеро «О, дева чудная моя». Я попросил Кукольника подобрать под нее слова, он согласился и предложил мне несколько написанных им стихотворений. По этому, кажется, поводу и родилась мысль о 12 романсах. Я хотела уехать из Петербурга. Отсюда и название цикла «Прощание с Петербургом». Я был не то чтобы болен, не то чтобы здоров. На сердце лежала тяжкая осадка от огорчений, и мрачные неопределенные мысли невольно теснились в уме. Сегодня мы услышим два романса из этого цикла «Жаворонок» и «Еврейскую песню».
«Жаворонок». Музыка Михаила Ивановича Глинки, слова Нестора Васильевича Кукольника. Сейчас прозвучит еще один романс из цикла «Прощание Петербургом», еврейская песня. Музыка Михаила Ивановича Глинки, слова Нестора Васильевича Кукольника. Oh
романс «Слышу ли голос твой». Это единственный романс Глинки на стихи Лермонтова. Он написал его во время своего пребывания в Варшаве. Сам он вспоминает об этом так. Осенью 1848 года появилась холера в Варшаве. Из предосторожности я не выходил из комнат. Я взялся за дело и написал романс. «Слышу ли голос твой». «Слышу ли голос твой». Музыка Михаила Ивановича Глинки, слова Михаила Юрьевича Лермонтова. Большая часть авторских музыкальных рукописей Глинки хранится в Петербурге, где протекала жизнь композитора. Но некоторые из них попали в Москву и теперь хранятся в Музее музыки. Среди них автограф старинной цыганской песни «Ах, когда б я прежде знала» с пометой, сделанной рукой Глинки, петой некогда знаменитой Стежкой. Стежка Степанида Солдатова вошла в историю музыки как несравненная исполнительница цыганских романсов. Этот жанр был очень популярен в России в первой половине XIX века. Он сложился на основе городского романса и русской песни, а цыганским стал называться благодаря исполнителям-цыганам и цыганским хорам. «Ах, когда б я прежде знала» — старинная цыганская песня в обработке Михаила Ивановича Глинки. Встречал
наш хронологический порядок и вернемся немного назад. К знакомству Михаила Ивановича Глинки и Екатерины Ермолаевны Керн, дочери Анны Петровны Керн, пушкинской музы. И послушаем романс «Я помню чудное мгновение». Этот романс заслуженно считается жемчужиной русской вокальной лирики. В нем композитор раскрыл перед нами всю историю человеческой жизни и любви. «Я помню чудное мгновение». Музыка Михаила Ивановича Глинки, слова Александра Сергеевича Пушкина. И вот опять явилась ты, как мимо родное виденье, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизни слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизни слезы, и любовь. И завершить наш сегодняшний концерт я бы хотела словами самого Михаила Ивановича Глинки. Чтобы красоту создавать, нужно самому быть чистым душой. Для вас сегодня выступали Светлана Соловьева и Татьяна Кубаркова. Благодарим вас за ваше внимание, что были сегодня с нами. Желаю вам хорошего настроения, здоровья, и чтобы в душе у вас всегда звучала музыка.